Сухумская крепость – место, с которого начался наш город. Во II веке нашей эры на руинах древнего города Диоскурия римлянами был основан город-крепость. Здесь размещался римский гарнизон. В VI веке на этом месте уже хозяйничают византийцы. Сухумская крепость видела и расцвет Абхазского царства с династией абхазских царей Леонидов. Но уже в XIII веке здесь снова присутствуют чужеземцы. На сей раз это итальянская Генуя. Их сменили в XV веке турки, жесткий деспотизм которых терроризировал Абхазию целых 3 столетия. Именно их постройки мы видим разрушенными в XXI веке. Затем на территории Сухумской крепости появляются войска Российской империи. Все эпизоды истории Абхазии нашли свое подтверждение в найденных абхазскими археологами артефактах. И по сей день земля Сухумской крепости таит в себе много исторических находок. Место это было несколько послевоенных лет заброшено, но затем обведено забором и законсервировано. Но вот в последнее время мы наблюдаем здесь строительные работы. Сюда пришли молодые архитекторы, чтобы благоустроить историческую территорию. Сухумская крепость – знаковое место для всей Абхазии. Вся наша история началась с этого места. Лана, и вот, наконец, свершилось. Сколько лет мы проходили мимо этого великолепного объекта, который был зарос, который был в запустении. И вдруг, вот я вижу, уже заходят отдыхающие, уже ходят. Перед вами, перед архитекторами, видимо, была какая-то задача поставлена. Как вы с ней справились? Расскажи нашим зрителям. Это был довольно непростой для нас проект, потому что мы, осознавая ценность этого объекта, чувствовали большую ответственность, которая легла на наши плечи, потому что этот объект, он самый главный в нашем городе. Сухумская крепость вообще уникальный археологический объект, который отражает становление и развитие города Сухум от периода греческой колонизации до нашего времени. И, естественно, для того, чтобы удачно сделать проект, необходима концепция. Ни один проект не обходится без удачной, интересной концепции. Здесь было так же, мы должны были с Сабиной продумать концепцию развития этого места в дальнейшем, чтобы оно стало одним из популярнейших туристических мест. Но самое главное, чтобы в этом месте велась непрерывная научная деятельность. Это, наверное, самое важное. Археологические раскопки по нашей концепции должны будут вестись на этой территории непрерывно. Найденные артефакты должны сразу же выставляться в музее. Ну и второе, это все-таки туристический момент. Люди и гости столицы и жители Сухума должны иметь возможность беспрепятственно находиться на этой территории, наслаждаться этой огромной территорией. Здесь все благоустроено для того, чтобы можно было провести время, также поучаствовать на каких-либо мероприятиях, которые здесь в будущем будут проходить. Наша концепция, она разбита на 3 части, так как сразу в первый же этап невозможно запустить этот музей-заповедник под открытым небом так, как он планируется. Мы решили разбить наш проект на 3 этапа. Первый этап – это часть благоустройства. Здесь мы проложили дорожки. С этим тоже была сложность. Нужно как-то было обойти раскопы, которые сейчас существуют, чтобы в дальнейшем проводимые здесь изыскания научные, эти дорожки им никак не помешали бы. То есть мы пытались как-то так проложить эти дорожки, чтобы не мешало научной деятельности. А второй этап что предполагал? Это подготовка наших раскопов к консервации и частичной реставрации. То есть ученые должны здесь провести
консервацию всех этих раскопов, которые мы сейчас видим, чтобы мы могли их выставлять в дальнейшем, и чтобы люди могли их обозревать. А что значит консервация? Расскажи нам, пожалуйста. Консервация раскопов, что она предполагает? Мы должны эти раскопы, которые сейчас здесь существуют, раскрыть, расчистить и сохранить их в том виде, в котором они сейчас существуют, для того, но с тем условием, что никакие погодные условия, никакие антропогенные условия не могли помешать этим нашим раскопам. То есть мы должны их раскрыть для того, чтобы обозревать. Ну, видимо, еще и обработать Да, какой-то нужно будет жидкостью, обработать, чтобы не да, росла. специальными какими-либо средствами, чтобы дальше не происходило разрушение, чтобы сохранить в том виде, в котором сейчас есть. Этот этап пройден? Этот этап будет вторым, это наш второй этап будет. Также во втором этапе мы планируем начать процесс реставрации бывшего здания тюрьмы, в котором мы хотим разместить музей, вот он справа от нас. Там уже есть некоторые помещения, которые подходят под некоторые выставочные пространства, проведение мероприятий, что и уже происходило здесь, в принципе. Здесь уже есть установлена кровля, то есть ничего не мешает уже этому. Теперь нужно только помещение подготовить, сделать освещение, как-то облагородить все стены, чтобы можно было там Что-то проводить. да, проводить мероприятия. Итак, второй этап тоже очень серьезный, предполагает опять же выявление всех вот этих артефактов, которые мы видим заросшими. Третий этап. Третий этап – это уже запуск музея и полноценная работа музея под открытым небом. У нас такая концепция, что на территории музея должны быть представлены все эпохи развития нашего города. То есть первый этап – это греческий период, потом римский период, потом византийский период, генуэзский период, далее османский период и так далее до нашего времени. Каждый вот этот период, он должен будет как-то оформлен, будут информационные таблички с тем, чтобы показать людям, рассказать, что происходило в этот период. Это будут какие-то, возможно, артефакты, которыми мы будем показывать этот период. Могут быть это макеты на период, на данный исторический период, макет нашей Сухумской крепости. Вообще Сухумская крепость, она выходит за границы сейчас существующей ограды, потому что эта крепость занимала целый квартал. Мы вот даже можем видеть на набережной остатки одной из башен, их 4 всего, и она тоже является частью этой Сухумской крепости. Так что территория намного больше, чем мы ее сейчас можем видеть. Да, это общеизвестный факт, что Сухумская крепость далеко в море. Она простиралась до рыбацких сетей. И Руслан Гожба, наш историк, даже рассказывал нам, что в начале XIX века фаэтоном можно было объехать ее всю. То есть море не препятствовало. То есть она была действительно значительно больше. Да и сейчас она не маленькая, тогда, наверное... Да, и на этой крепости есть сейчас сооружение, которое мы в дальнейшем тоже можем использовать под разные необходимые нужды. Может быть, та же мастерская, гончарная мастерская, выставочное оружейное пространство, может быть. И мы все эти помещения сейчас расчистили, они уже готовы к тому, чтобы что-то в них уже придумывать. Ну и, конечно, всегда обывателю интересно, кто является хозяином этого объекта или кому поручено следить за ним. Сейчас директором заповедника под открытым небом Сухумской крепости является Айнар Иналыпа. Он был нашим коллегой, когда мы работали все вместе в госуправлении, и через какое-то время он был назначенным директором в этом прекрасном месте. И сейчас благодаря нему в том числе здесь можно видеть проводящиеся работы. Я думаю, в этом даже есть какая-то преемственность поколений, что его дедушка Шалва Айналыпа, знаменитый наш историк, который исследует эту историю, и вот его внук является тоже руководителем этого исторического объекта, и я вижу в этом преемственность поколений.
Наши историки утверждают, что 4 входа было в Сухумскую крепость. Но в советское время вот этот вход был самый парадный. И еще, наверное, напомним нашим телезрителям, что на территории Сухумской крепости было кафе, которое, слава богу, отсюда уже убрали. Я думаю, что все жители должны понимать, насколько важно это историческое место для Абхазии. Вы приняли решение вот именно вот такие скамеечки сделать. Чем вы руководствовались? Почему именно такая форма? Скамейка, она не должна была притягивать на себя внимание, потому что здесь все-таки самое главное это раскопы. И скамейки, они современного вида, выполнены из дерева и металла. То есть они довольно хорошо здесь смотрятся, на наш взгляд, потому что здесь есть граница между старым и новым. Мы как раз-таки хотели это подчеркнуть, чтобы не уподобляться, наверное, каким-то историческим видам лавочек, к которым мы привыкли на набережной города Сухум. Мы вот решили сделать их такими современными. Но они антивандальные, да? Да, они антивандальные. Здесь также к ним, к каждой лавочке будет идти урна, тоже в одном все стиле. И это, в принципе, по цветовой гамме здесь все благоустройство, оно выполнено в таких цветах черных, белых, серых. Понятно. Ладно, ну вот я смотрю, покрытие лавочек все-таки деревянное. Почему вы приняли? Ведь дерево со временем портится. Ну, со временем, конечно, все может испортиться, но это выглядит довольно натурально. Мы как раз-таки хотели подчеркнуть какую-то натуральность, что это место, оно несет в себе какую-то историческую древнюю ценность, и нужно было как-то вот подчеркивать. И еще один такой вопрос. Кто принял решение по поводу вот этих пушек? Дело в том, что в начале 20 века сюда приезжал фотограф Прокудин Горский, который сделал изумительные снимки Сухума с горы Сухумской. И вот с левой стороны фотографии вот эти пушки жерлами, обращенные в сторону Турции. И сейчас мы видим того же периода пушки здесь. Как было такое решение? Мы решили их установить здесь, потому что мы сейчас как раз-таки находимся у главного входа в музей-заповедник. Их входов всего будет 2, но вот этот будет центральный. И вот как раз для того, чтобы был вот этот вау-эффект, мы решили сразу их с правой стороны установить. Но сами пушки, насколько мне известно, были найдены на территории Сухумской крепости. Да, это было как раз пару лет назад. Здесь проходили раскопки, и как раз была вначале найдена одна пушка, потом вторая, и вот было принято решение установить их здесь. Мы подготовили специальные постаменты для того, чтобы их можно было обходить и разглядывать. Ладно, и самое интересное, проследить тоже эволюцию орудий, да? Вот такое орудие было в 18-19 века. Они наносили серьезный урон кораблям, пушки были. Кстати, ядра мы тоже здесь нашли на территории Сухумской крепости. Хорошо. А вот такой вопрос. По мощению дорожек вот очень необычная плита, Лана. Почему именно она? Вообще здесь изначально задумывалось немного по-другому, но мы потом приняли решение, что это тоже хороший вариант, и она все-таки немного напоминает вот эту средневековую кладку, средневековое мощение. И это все равно должна была быть какая-то отсылка к истории. Мы вот решили ее здесь использовать. На мой взгляд, получилось очень хорошо, и цвет такой монохромный, приятный, подходящий к цвету стен этой крепости. Скажи, пожалуйста, она производится у нас в Абхазии, вот такая плита? Нет, она не производится здесь. А где вы заказывали? Да, мы ее заказывали. Здесь, в принципе, и фонари, все благоустройство мы заказывали в России. Да. Таблички у нас будут изготовлены здесь, в Абхазии, информационные таблички. На них будет нанесена информация, возможно, будет даже аудиогид, так, чтобы человек мог зайти на территорию Сухумской крепости и сам пройтись, и сам мог пройтись, послушать интересующую его информацию. Это очень важно, потому что вот я уже вижу, люди ходят, и им не хватает информации. А что здесь было?
А что вот, что Да, к здесь сожалению, происходило? очень многие, даже не то что гости столицы, даже жители нашего города не в полном объеме осведомлены о том, что здесь было до этого времени, что это за такой огромный пласт истории, который прошел мимо них. И вот это как раз-таки будет одной из целей — популяризировать это место, популяризировать историю нашего города. На мой взгляд, уже этот процесс начался, потому что очень много людей здесь можно заметить в течение дня. Они просто прогуливаются, изучают старые какие-то остатки сооружений. То есть им все это интересно, и ам, такое повышение интереса очень хорошо будет сказываться в будущем на музее этом. Мгм. Вот, эта тюрьма, кажется, что камни, это камни серьезного исторического периода, но все-таки это все постройки османские. Да, все, что мы сейчас видим на поверхности земли, это османский период. И вот это здание тюрьмы, которое мы сейчас тоже будем использовать, это вот все постройки 18-19 века. Все вот эти древние периоды, они у нас представлены в раскопах. Также есть много чего под землей, пока не раскрыто. Например, древняя октагональная церковь. На полу этой церкви есть мозаика, которую уже раскрывали, видели, но для того, чтобы сохранить, они ее законсервировали и засыпали для будущих э, раскопок. Мгм. Итак, молодые наши архитекторы снова День. входят в историю нашу. Сабина, как вот получилось так, что вы взялись за этот проект? Мгм. Ну, вообще, заповедник это подведомственное учреждение Управления охраны историко-культурного наследия. Мы с Ланой там работаем. И, в принципе, и у Айнара, у директора заповедника, молодой коллектив, и у нас тоже молодой коллектив в управлении. И часто бывало, когда какие-то проблемы или какие-то вопросы, связанные именно с заповедником, он собирал нас тут и говорил: вот у меня такая-то проблема, или вот помогите с этим, То есть вы да, 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 сотрудничали? да, да, Вы с- всегда. И вот очередной раз, и вот несколько раз мы встречались в последнее время, это было, наверное, уже года 2 назад, даже больше. А, И он уже понимал, что здесь должно что-то произойти, что должно уже начаться, должен процесс активный какой-то происходить на этой территории, но он, к сожалению, не происходил. Вот, и они сами тоже своими силами пытались, что они могли, они сделали, насколько это было возможно. Ну, расчищали здесь территорию. Но, к сожалению, как на самом деле этот объект должен работать в полную силу, в полную мощность, он не работал. Сейчас первый этап, вот благоустройства, он почти на стадии завершения. Ну, сейчас остались какие-то вот, ну, подсветка раскопов осталась, установка табличек. Э, Ну, это очень важные да, это моменты. очень важный этап. Ну и также здесь постоянно, сейчас лето, нужно расчищать территорию. Где-то, где мы устанавливали, например, фонарные столбы, нам пришлось их на поверхность, так как здесь территория не вся еще исследована, и нам нельзя, да, Углубляться. углубляться. Да, да, к сожалению, нельзя, Археологи да. не разрешают. Вот, да, археологи не разрешают, но мы сами тоже понимаем, что это нельзя, потому что научная часть — это самое главное все равно тут. Вот, и мы установили столбы на таких небольших тумб. Насколько возможно было, мы их утопили, но это было сделать не очень легко, и поэтому образовались сейчас какие-то горочки. Мы планируем, вот ребята их уже подкопали, подсыпали, чтобы они озеленились. Когда здесь будет все более в зелени, в травке, будет намного, конечно, эстетично днем смотреться. Но Мгм. уже, мне кажется, что колоссальная была проделана работа. Все ребята, которые принимали участие именно в строительных работах, все молодцы. Они вот с Айнаром вместе здесь все контролировали. Мы тоже с Ланой, конечно, постоянно на всех этапах здесь присутствовали, приходили. Во время стройки и в разработке проекта это, конечно, разные части. Бывает, что вот, например, вот когда мы разрабатывали проект, мы подбирали все материалы, там
фонари, как они будут выглядеть, Выглядит. сама плитка какая должна быть тут. Но в ходе строительных работ может что-то измениться. Это такие обстоятельства, которые не зависят от нас, к сожалению. И Да. вот, например, в ходе строительных работ изменилась плитка. Она изначально в проекте была немного другой. Та была тоже очень хорошая, но, к сожалению, у нас не получилось. Именно вот по закупке были сложности большие, и подрядчики тоже пришли к тому, что нужно будет использовать вот эту. Но она оказалась тоже хорошей, мне кажется, неплохой. Она сюда вписалась, вот, обжилась уже, и вот такие моменты бывают. Ну, например, фонари, все-таки они были те, которые в проекте. Мы их привезли, установили, и все довольны. Я, например, очень довольна. Мне, в принципе, они Очень, очень да. понравились. Мгм. И вот уже приходила делегация из парламента, они тоже отметили, что здесь все настолько сейчас органично смотрится, все детали, которые мы здесь, ну, использовали, да, элементы, они все минималистичные, и мне кажется, ну, они тоже это сказали, что очень подходит этой местности. Несмотря на то, что сейчас еще нет каких-то экспонатов, ну, кроме того, что сейчас будут скоро подсвечены сами раскопы, это тоже будет интересно. Я сама очень много раз приходила, мне интересно было посмотреть, как свет вечером, как здесь вообще работает свет и само пространство. И вот как раз получился тот эффект, который я хотела. Получается, когда ты сидишь в одном месте, тебе вроде бы светло, хорошо, но вдалеке ты видишь как точки освещенные. Ну, в смысле, не так, что все залито светом, а так, что вот локально. Локально. Да, но в то же время здесь светло. То есть здесь та идея, которую хотел сам Айнар, чтобы сейчас, пока этот музей под открытым небом активно не работает, он хотел, чтобы сюда приходили люди. На самом деле он хотел, чтобы это место было для людей, для наших граждан, для гостей, которые сюда приезжают. И вот сейчас даже просто человек может сюда войти, прогуляться, посидеть. Это тоже уже сейчас это дополнительная точка притяжения для города. Вот. Ну и в дальнейшем я уверена, что это место будет именно вот культурным центром, где будут проходить образовательные мероприятия для наших детей, для нашего подрастающего поколения, которое должно знать историю своей страны, историю своего города и знать, что с этого места все началось. Ну и так понятно, что это очень серьезные средства для того, чтобы такую огромную территорию обустроить. И Да. кто явился у нас в данном случае спонсором? Спонсором выступило государство наше. Получилось так, что Дмитрий Маршани, депутат парламента, когда узнал, что есть такой проект, уже готовый, он поговорил как раз с Айнаром, Айнар ему рассказал, и он очень был рад, что вообще, в принципе, такой проект существует, и он сам видит в этом большой потенциал, и он помог через парламент на последней, по-моему, одной из последних сессий перед Новым годом, кажется, 23-го года, вот, они вынесли этот проект на заседание, на рассмотрение, да, и все поддержали финансирование. И, в общем, первый этап благоустройства, самый главный, важный, потому что это место должно было, вот какой-то должен был Толчок. толчок, да, старт быть, вот, они поддержали, и благодаря ему этот процесс запустился. Ну, И наше слава. государство проспонсировало, и вот в полной мере сейчас эти средства, они освоены. Время неумолимо движется вперед. И как повествует Библия, иногда оно разбрасывает камни, а иногда и собирает их. Сейчас, видимо, именно такой период. Сухумская крепость должна рассказывать о нашей истории подрастающему поколению, гостям и туристам. Да и что скрывать, и нам самим иногда полезно освежать исторические события в памяти, чтобы быть мудрыми и с надеждой смотреть в будущее.